Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на радость. Давайте посмотрим, какая радость у вас на пороге. Кто что вас порадует, чем сама судьба вас порадует в самое ближайшее время. Загадайте, пожалуйста, на себя. Задайте вопрос от своего имени. И давайте вместе посмотрим, какая радость у вас на пороге. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Деньги. Вот смотрите, в самом корне рисунка вам деньги из рук в руки человек дает. Кто-то вам деньги даст, и вам это будет в радость, и вам это будет приятно, и это залог вашего хорошего настроения. Вам кто-то дает деньги. Деньги за работу, деньги как помощь, деньги да просто так, да, за то, что вы есть. Для вас вот кто-то денежку дает, прям щедро дает, прям насыпает вам в руку, да, ручку позолотит. Хороший момент. Деньгам порадуйтесь. Порадуйтесь и деньгам, и их количеству, и тому, кто вам эти деньги дает. Да? Потому что все будет как-то вот в лучшем виде сделано. Дальше показывают момент, когда хоть и с трудом, но вы вот как на вершину заходите, еще кому-то помогаете, либо за собой ведете. Ну, зайти на вершину — это осуществить свои планы, это добиться результата в сложном деле, ну, либо решить какую-то сложную проблему. То ли вы вдвоем, и от вас все зависит, то ли вы свое решаете и другому человеку помогаете. То есть радость придет от того, что ваши планы, намерения сбудутся, от того, что все вершины вам покорятся, от того, что вы и свое делаете, и другому человеку помогаете. То есть радость от того, что все сбудется, все получится, все будет решено, либо сделано как надо. Этому будете радоваться. Кстати, вы тут сами становитесь источником радости для того другого, кто идет по вашим следам, либо идет за вами. То есть и сами порадуетесь, и кого-то порадуете, и тут одна сплошная радость. Дальше. Мужчина женщине дарит огромную лилию. Смотрите, какая лилия, просто шикарная. Лилия вообще серьезный цветочек, цветок страсти. Здесь мужчина к вам будет проявляться, причем проявляться как страстный поклонник. Поклонник, жених, не знаю, кто, муж, любовник, очень изобретательный, очень такой умелый. И мужчина знает, что вам нужно. Он прям интуитивно чувствует, чем вас порадовать. Вот. Это не обязательно про интимные сцены, да, это могут быть какие-то красивые жесты, красивое ухаживание, там, витиеватые комплименты. Да. То есть мужчина хорош собой, хорош в подаче. Мужчина интуитивно вас чувствует, прям угадывает, да, угадывает ваши желания. Но если мы говорим про интимную жизнь, то мужчина знает, что вам дать, чтобы вас порадовать. Ну вот как-то так вышло. Вы меня извините, конечно, очень пикантная тема, но что идет, то идет. Вот. А так в целом, да, мне идет, что вот какое-то красивое ухаживание, какие-то красивые... Ну, тут даже не слова в основном, да, вот какая-то красивая подача, да, может, там красивый букет, там лепестками роз что-то посыпят, да, может, какой-то красивый подарок, там все это красиво презентует. То есть очень будет стараться, будет давать вам ровно то, что вам нужно. Может быть, посмотрел там, не знаю, ваш Инстаграм, либо Pinterest, посмотрел, что вам нравится, да, какие там цвета, какие решения нравятся. В общем, он вас
чувствует и будет делать ровно то, о чем вы мечтали, либо то, что вас действительно и порадует, и вдохновит, и к нему будет располагать. Мужчина радует женщину. Так, дальше. Здесь показан момент радости за детей. Либо дети — источник вашей радости. Успехи, результаты ваших детей. Да, у всех дети разные. У кого-то, например, маленький совсем. Да, начнет ходить — это будет большая радость. Либо начнет говорить — это будет большая радость. У кого дети постарше, там, да, из школы хорошие оценки принесет. Либо, может быть, какое-то соревнование выиграет. То есть радость идет от детей. Смотрите на ребенка и умиляетесь. Да, радуйтесь своему ребенку, радуйтесь, что вы его мама, либо вы его папа. Тут именно радостные такие моменты идут. Дальше птицы возвращаются, с чем-то возвращаются, не пустые. Возможно, вы кому-то писали, возможно, вы к кому-то обращались, ну, вот именно в письменном виде. А может быть, даже звонки, да, вы кого-то вызванивали, можно так сказать, да, и, например, там, человек был недоступен, но вы оставили сообщение. Здесь птицы возвращаются на ваш запрос, ваше желание пообщаться, да, идет ответ. Причем здесь не одна птица, то есть тут и ответ, и продолжение. Да, две птицы сразу летят, одна за одной. Вам будет приятно, очень приятно, что вам ответили. А если это какой-то желанный человек, то, конечно, будет радостно, что наконец-то этот человек вышел на связь, да, либо есть какой-то положительный ответ. Так, вот здесь нам показывают момент, когда вы не радуетесь, но вы очень довольны тем, что происходит. Это связано как-то с плохими людьми. Плохие люди как будто бы в каком-то болоте тонут. Тонут и выбраться не могут. А вы стоите, и вы довольны тем, что вы видите. Ну, я не думаю, что это в прямом смысле слова произойдет, да. Ну-ка, пойди в наше время болото найди, это прям днем с огнем не найдешь. А тут, скорее всего, болото как проблемы какие-то, проблемы, которые со всех сторон подкрадываются к этим людям, и они в них тонут, в этих проблемах. А вы стоите в каком-то безопасном месте, и вы довольны, что именно так происходит. А может быть, вы что-то такое предприняли, чтобы наказать своих врагов, и ваш план работает, да? Они не могут справиться с теми проблемами, которые навалились, но вы довольны собой, вы довольны тем, что происходит, да, тем, что справедливость торжествует, либо вам удалось наказать плохих людей. Да, как-то так. Дальше радость идет от какого-то открытия. Это ваше личное открытие. Вы что-то поймете, либо чему-то научитесь, либо что-то очень важное узнаете. Может быть, освоите. Да? Вот радость идет от того, что у меня получилось. Либо я понимаю, я знаю теперь, как этим пользоваться, либо что с этим делать, либо как что-то решить, чего-то добиться. У вас стрелка вверх идет. Собой будете очень довольны. Сами себе радость дарите. Так, еще показывают мероприятия. Небольшая компания, но очень такая уютная, теплая. Здесь радость за кого-то идет. Возможно, у кого-то день рождения, либо у кого-то какие-то результаты. Да, и человек будет проставляться в честь своего дня рождения, либо в честь каких-то достижений, своих достижений. И вы прям смотрите на этого человека, вот всего хорошего желаете. И вам так приятно, что этот человек ваш друг, либо ваша подруга. Радость за другого. Вот как-то так идет. Прям славно посидите, но потом могут быть последствия. Ну, например, там, похмелье, да? Либо недосып, у кого как. Кто-то с чаем, да, будет отмечать, а кто-то будет с чем-то, где градус высокий, да. Но какие-то последствия могут быть. Но это не важно, не важно. Главное, что хорошее настроение идет. Дальше. Вот здесь человеку лучше становится. Лучше. То ли кто-то заболел, приболел, может быть, его лечили, помогали, переживали. Вот человеку лучше становится. Человек как-то очень быстро идет на поправку. Вот прям буквально не по дням, а по часам. Прям цвет лица хороший, человек уже там и встает, и там весь полон сил. И вы смотрите и думаете: ой, как хорошо, как замечательно, что человек вылечился, да, либо человеку стало лучше. Да, видно, очень переживали, либо очень много усилий приложили, да, чтобы человека на ноги поставить. У вас все получится. Вот здесь показывают мужчину. Мужчина такой плотного телосложения. Этот мужчина над вашей головой зонтик держит. Сам мокнет, но над вашей головой держит зонтик. Здесь мужчина как-то будет пренебрегать своими интересами ради вас. Ну, либо
себя, как говорится, не пожалеет, но вам поможет, либо вас прикроет. Может быть, вы даже не просили этого мужчину, да, может быть, это его личная инициатива, но вам будет хорошо и приятно, что есть сильный человек, который способен в нужный момент вас поддержать, либо закрыть, либо прикрыть, ну, уберечь, может быть, даже, да, в какой-то степени, может быть, заступиться за вас. Хороший момент, очень добрый, положительный. Но вам будет немножко как жаль этого человека, да, что человек сам мокнет, да, но зонтик именно над вами держит. Но с другой стороны, даже благодарность идет, да, что вот за благородство такое, благородство души. Вот себя не жалеет, зато вам помогает. То есть чувства будут прям переполнять вас. Мужчина плотного телосложения, и он это делает вот как сам, добровольно, да. Вы не просите, он это делает именно ради вас. Какое-то особое у него к вам отношение. Вот здесь показано, что кто-то на вас обижаться перестанет, ну, либо злиться. Да, может быть, какой-то был конфликт, может быть, какое-то недопонимание произошло. Вы пытались это исправить, но человек не шел на контакт. Ну, либо человек в себе закрылся, вы не могли достучаться. То вижу, что человек появится, причем с такой, знаете, улыбочкой появится, приятной, доброй улыбкой. Человек какими-то жестами, поступками покажет, что вот все, я отошел, либо я отошла, готов тебя выслушать, готов помириться готова. Вот как-то так показано. Вам это, конечно, тоже будет приятно. Может быть, случайно произошло, да? Может быть, нелепое стечение обстоятельств, да, человек разозлился либо обиделся. Но вот вижу, что вы сможете и договориться, и помириться, и все у вас хорошо будет. Дальше показано, что какие-то люди, они перестают о вас говорить. Может быть, эти люди вас подозревали, обвиняли, может быть, цепляли, задевали. Может, какие-то недоброжелатели, либо сплетники, да, вы все у меня разные. Вижу, что они не могут говорить, не говорят, они молчат. И у них какие-то лица вот как виноваты, вот они не могут голову вверх поднять, они не могут смотреть вам в глаза. То ли какая-то информация о вас раскроется, ну то ли кто-то порядок наведет. Люди чувствуют вину перед вами, молчат, они ничего не могут сказать, ни хорошего, ни плохого. То есть как совесть не позволяет им говорить. Ну, либо кто-то является совестью и не позволяет этим людям больше говорить. Но они не смотрят вам в глаза, они как виноватые все перед вами. Но вам радость, что они перестали говорить, перестали вас цеплять. Дальше 2 семерки. Семерка вообще число удачи. То есть тут смело можно сказать, что вам очень сильно повезет. Причем повезет либо в каком-то двойном размере, либо дважды, да, возможно, за один день. Дважды очень сильно повезет. И также число 77 для вас счастливое. Да, может быть, вам это тоже информация пригодится. Здесь даже не радость, здесь именно счастье. Да, счастье переполняет. Может быть, вам давно не везло, либо каких-то хороших событий вот не происходило с вами. Здесь 2 семерки, сразу 2 семерки. И они с левой стороны. То есть, скорее всего, не ждете, не думайте, не гадайте, не надеетесь. Но именно удача и везение, оно войдет в вашу жизнь. В двойном размере, либо дважды, ну, либо именно число 77 приносит вам удачу, либо счастливым для вас становится. Дальше телефон. По телефону будете с кем-то говорить, и человек вам что-то хорошее будет говорить. Может быть, чем-то порадует, может быть, рассмешит. Очень приятный разговор. Разговор, который прям на целый день подарит вам позитивное состояние, настроение. Будете разговаривать. Чуть выше у вас показан журавль, который как спускается, да, не в небе летает, а вот спускается к вам, все ближе и ближе приближается. Радость от того, что вы его видите, и видите, что он приближается. Возможно, вам любимый человек скажет, что вот я приезжаю, либо мне отпуск дали, у меня там выходные, либо я планирую приехать. Да, вот видите, что он спускаться начинает. Не по небу летает, недалеко от вас находится, а именно спускается. Прям радость будет переполнять. Вот это предвкушение встречи, что вот-вот он скоро появится. Вот такая вся радостная. Надо себе там порядок привести, надо подготовиться. Такие вот прям веселые, забавные хлопоты вас ждут. Радостные хлопоты, да, получается.
А вот здесь показано, что любимый вами человек вам что-то говорит, и тучи над головой расходятся, разбегаются. Звезду видно. Может быть, вы что-то загадывали по поводу вашего любимого человека, и это начинает происходить, либо это произойдет. И ваш любимый вам об этом скажет. Ну, как мечта исполнилась, да? Как желание исполнилось. Потому что звезда — это и есть мечта, желание. Но не ваше личное, не для себя вы загадывали, а именно для этого человека. Человек вам об этом сообщает. Ну, допустим, вы хотели, чтобы ваш любимый, не знаю, там, нашел хорошую работу. Вы хотели, чтобы ваш любимый, например, там, из каких-то проблем выпутался, ну, либо правильное решение принял, да? Вот именно это будет происходить. Вот радость от того, что мечты исполняются, радость от того, что у любимого человека все хорошо. Либо любимый человек говорит то, что вы хотели услышать. И так можно прочитать. А вот в венце показано, что награда найдет своего героя, а героем являетесь вы. За какие-то прошлые ваши действия, поступки вам положена награда, но вы об этом не знаете. Но люди, которым вы сделали добро, либо на чьих глазах это все происходило, вот они вам награду дают, передают. Вы, конечно, может быть, не будете принимать, либо захотите отказаться, но вас уговорят. То есть за хорошие дела, за правильные действия, за добрые поступки положена награда. И награда своего героя найдет, то есть вас найдет. То есть вас тут еще по ходу уговаривать будут, да, чтобы эту награду приняли. Я не могу сказать, что является наградой, но вижу, что вы все равно будете в душе радоваться. Радоваться тому, что добрые дела, они вознаграждаются. И что вокруг вас очень много светлых, положительных, благородных людей, да, которые не забывают доброту. Вот про вас они тоже не забудут. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.